если к сухим историческим фактам переходить, то есть там проблема. Дело в том, что сын, конечно, Алмыша уже давно находился при дворе хазарского кагана. Ну и здесь есть еще один момент. Я вот, когда первый раз смотрел, как-то не обратил внимания, там следил больше за игрой актеров, а вот второй раз, когда сейчас вот прослушал, мне это, кажется, надо отметить специально. Говорится о царе Хазар. И царь Хазар. Дело в том, что вот этот Аарон, который упоминается, он не был царем, он не был даже каганом хазарским, а и заложником, и в жены как раз дочь Алмыша брал все-таки каган. По имени он неизвестен, потому что сама персона кагана после того, как его возводили на престол, была священна. И ну, там историческая канва там такая сложная, что когда кагана возводили на престол, его претендента, значит, душили, и когда он находился в полубессознательном состоянии, спрашивали, сколько лет он собирается править. Он называл какой-то срок, и говорят, что вот когда этот срок выходил, его действительно убивали. Ну, что сам перед Богом он указал свой земной путь. А вот Каганбек, как его называют арабские источники, скорее всего, это была верхушка, которая приняла иудаизм, но это не род Ашина, не род Каганский. Они реально управляли страной. Ну и поэтому такая драматическая коллизия, что там менять веру или там это тут, конечно, не стояло. Но еще раз говорю, здесь сам драматизм ситуации показан более обнаженно и ярко. Есть некоторые моменты, которые я тоже хотел бы отметить. Здесь и в некоторых там других местах фильма говорится, что ислам был принят в Волжской Булгарии уже достаточно давно, буквально с начала распространения по миру религии Аллаха. Там просто есть такая в конце оговорка, что на юге нашей страны, то есть имеется в виду, что стал распространяться из Дербента, но из контекста понятно, что речь идет о Поволжье. И предполагается, что, как бы вот такая есть прямая связь, что с 7 века уже ислам распространяется и в Поволжье. И на одной из прошлых лекций, которая была организована миллиардом татар, Фаиз Шарипович Хузин тоже упоминал про это, что чуть ли не асхабы пророка, значит, принесли сюда ислам. Должен сказать, что это, конечно, мифология и мифология такого рода, что она зародилась довольно поздно, уже в конце XVIII века впервые ее рассказал миру Таджиддин Ялчигул, ссылаясь на фантасмагорические какие-то источники. И уже для Шихабуддина Марджани это было понятно, что это не является реальностью. Он даже говорил, что это откровенная ложь и сказки, небылицы, которые не имеют никакой исторической основы. Я хочу сказать только то, что вот популяризация, скажем так, истории, скажем, это всегда некий компромисс, когда хочется вроде бы и соблюсти все нюансы, с одной стороны, с другой стороны, создать какие-то образы, которые будут понятны для широкой аудитории. Что касается, допустим, вот этих племен, да, мы изучали эту тематику. Вот Сигели, например, обратите внимание, там Сигель похож на башкиры, да, то есть это такая более в современных представлениях, то есть для современных людей вот это откуда-то из степи, да, то есть
у нас Сувар там, это, ну, мягко говоря, срисован с чувашского костюма, да. Это опять-таки не для того, что именно так оно и было, да, а некий такой намек, чтобы современные люди понимали, что вот насколько как бы разнообразны эти племена были. Это, во-первых. И во-вторых, конечно же, ну, сложно, очень сложно соблюсти. Не могу не сказать, здесь вот вы видели этот круглый город Багдад. Действительно, вот в то время Багдад имел такие очертания. У нас ребята, которые там делают трехмерку, они как-то пытались создать. Конечно, это, ну, получилось не так идеально, как в игре Assassin's Creed. В одной из последних мы увидели Багдад в деталях и гораздо интереснее. Но тем не менее, вот тоже была попытка воссоздать это. Я могу сказать лишь только что, конечно, на мой взгляд, Багдад практически является на тот момент одним из сильнейших, может быть, даже самым сильным и, значит, знаменитым государством, мощным государством. Наверное, должен был иметь какие-то более богатые интерьеры, но вот у нас как бы денег хватило только на такие.